Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео: кто и что говорит о вас, кто вас не забывает. Видео актуально как для мужчин, так и для женщин в любой момент на момент просмотра видео. Мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад, и если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если с вами не резонирует, ничего писать не нужно, вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Гадать сегодня мы будем на данной колоде, которую вы сейчас видите на экране. Небольшое объявление. Сейчас длинные видеорасклады из нашего канала Ведаскара, из YouTube, параллельно загружаются в Telegram-канал. Подписка на Telegram-канал стоит 333 рубля в месяц. Можете или только на месяц подписаться, или выбрать удобный для себя тариф. Ссылка на Telegram-канал находится под видео или на экране перед вами QR-код, который вас сразу же перенесет на Telegram-канал. Спасибо. Итак, продолжаем наш расклад. Сейчас расслабьтесь, ни о ком и ни о чем не думайте. Думайте только о себе, и мы начинаем. Кто вы? Посмотрим ваш портрет. Ретроград. Меркурий, Сатурн. Поехали. Кошмарит вас. Какая-то апатия, какая-то злость, ярость, какие-то недоразумения, возможно, конфликты, скандалы, разводы. Здесь по башне может быть все, даже внутреннее разрушенное состояние. Такое чувство, как будто бы забрали энергию, забрали удачу. Нет сил, какая-то апатия. Вперед смотрите без надежды. Здесь может быть, вот знаете, как серая мгла, серая туча. Но опять-таки здесь какое-то чувство, что ничего не изменится, все только хуже и хуже. На самом деле это такое влияние именно планет. Здесь то, когда именно ретроград негативно влияет, остро влияет, я бы сказала, в эти моменты могут происходить разные вещи и даже катастрофы, аварии и так далее. У кого-то, может быть, что-то ломается или сломалось, причем может быть что-то даже важное. У кого-то просто ломается и рушится жизнь. У кого-то могут быть конфликты, скандалы. Здесь человек, который намерен держаться определенно здесь какой-то своей концепции, холодный разум включаете, в какой-то степени недоверчивы, очень аккуратничаете, идете вот как по острию ножа. И вот кажется, что вот-вот чуть-чуть оступиться, если, то или нападут и сожрут, или же оступлюсь и упаду на дно. Потом вставать будет сложно. Здесь кто-то аккуратничает. И здесь, может быть, тоже присутствует даже какая-то злость. Может у кого-то даже элементарно быть злость на себя. В целом, может и на кого-то быть злость. Вообще, может и на всех. Здесь могут быть конфликтные ситуации со многими. В магазине с продавцом, дома с мужем, там еще где-то и так далее. Может быть такое, что люди как будто сговорились, накидываются. У кого-то просто вот тотальная депрессия. Здесь момент может быть или одиночество, и одиночество еще с каким-то недоверием. Знаете, здесь кому-то просто не хватает чувств, чтобы погладили, обняли, почувствовать какую-то доброту, щедрость души, именно гармонию. Здесь такое какое-то тотальное одиночество. Вы даже можете быть и в паре с кем-то, но вы чувствуете себя холодно. Здесь может быть даже человек, с которым вы проживаете, высасывает из вас тоже энергию. Может быть, конфликты происходят, недопонимания. Вы знаете, вот вы человек, в принципе, очень теплый, чувственная женщина, да, здесь вышли женские энергии. Здесь однозначно смотрит женственная дама, но недоверчивая, аккуратная такая. Вы, бывает, и придирчивы к себе. Можете иногда быть придирчивы к окружающим. Вы словом можете поставить на место или словом сказать, как убить или отрезать. Вот такая
Тут могут думать, что вы очень добрая, можно на вас понадеяться, но вы даете понять, что не-не-не, на мне не поездишь. Здесь какой-то опыт за плечами, тяжелый опыт. Здесь, кстати, очень много каких-то у вас воспоминаний негативных. Здесь могут быть и незаконченные отношения или отношения, которые потерпели бурю эмоций, страстей, американские горки, остались какие-то страхи и недоверие после таких отношений. Возможно, даже здесь кто-то находится в тотальном безденежье, или же, знаете, что-то рухнуло, и вот кажется, что уже назад дороги нет. Нужно поднимать все сначала, все снова, может быть, что-то делать. Или искать какие-то другие пути решения. Здесь вы действуете на сегодняшний день не в розовых очках, даже если кто вступил в отношения. Здесь холодная голова. В принципе, вы человек такой, который думает, потом делает. Или думает, потом скажет. Вы стали очень четко думать, о чем вы хотите сказать, нужно ли это говорить и что это принесет. Да? Тут человек, который может писать, например, в порыве гнева сообщение, но потом его стирать, да? Или переписывать по-другому, менять свое, может, даже сразу же мнение. Именно в порыве гнева. Здесь, кстати, есть какой-то такой порыв злости на кого-то. Возможно, это даже мужчина. Хотя вам хочется просто от него добиться другого, да, или же вот человек такой, но ты не выбьешь что-то с этого человека определенно, да, здесь что-то вам не подходит, не нравится. И я бы сказала, вы человек такой, вас могут считать склочной, такой мелочной, но вы скорее здесь больше обращайте внимание на детали. И в то же время вы, знаете, вот как склочные, в том плане, что можете сама себе под нос бубнить, или же, если вам не то сказать, вы будете, вот понимаете, целый день бубнить, или же, да, вы можете провоцировать скандал, как люди думают. У вас на самом деле исходит такая энергия сейчас сложная, вас колбасит. Здесь определенно здесь есть именно эта турбулентность, именно когда нервы не выдерживают, или же одно случается что-то за другим. Также здесь, в принципе, настроение падает, ни на что нету радости, притом даже, может быть, и есть материальное, но нету радости. Или же у вас что-то есть, чему бы радовался другой, но у вас нету радости. Или если бы вы поехали где-то, да, там, например, на море, или куда-то, у вас нету радости на сегодняшний день, да, есть какая-то глобальность в голове, какие-то мысли, может быть, вы очень много смотрите чего-то негативного, что на самом деле развивает вас то, что вы на самом деле теряете надежду, опускаются руки, и думаешь, к чему это все, да, или для чего я это все делаю, может, или работаю в целом, или существую. Здесь страшная апатия. Здесь, кстати, может быть именно, знаете, такое состояние, как ПМС, постменструальный, или же стресс внутренний. Знаете, на помощь сюда бы что хорошо, чтобы сохранить нервы, чтобы даже восстановить нервы. Куркума с молоком, теплым молоком. Если у вас есть размолотый мускатный орех, вы можете маленькую горсточку, почти как щепотку, тоже туда придать. Здесь может быть плохой сон в том числе. Или вот, знаете, вот вроде ложусь спать, например, да, но вот сижу, как зависну в чем-то, в телефоне, может быть, в компьютере или где, или в телевизоре. А потом понимаю, что уже поздно, очень поздно. А потом разбитая хожу, качаюсь, да, из стороны в сторону.
Башня еще. Здесь разрушение какого-то здоровья идет тем самым. Вот это все именно на психоэмоциональном уровне. Подрывается что-то по здоровью. Здесь может реально что-то или потом со временем всплыть. Это не доведет ни до чего положительного, если так действовать дальше. Здесь момент того, что береги свое здоровье, именно свои нервы. Вот я рекомендую попить куркуму с молоком. Куркума – это золото Индии. Во-первых, она убивает бактерии, восстанавливает желудочно-кишечный тракт, нормализует давление, в том числе улучшает сон. Но в целом все в нем есть. У кого-то здесь может быть даже, знаете, вот как нехватка чего-то в организме, например, каких-то микроэлементов, которые могут влиять на зрение, на голову тоже. Яйцо, в нем все есть микроэлементы. Вареное яйцо. Вот смотрите, здесь, кстати, есть такой момент, что вы очень чем-то загораетесь, но потом быстро отпускают. И если вы потом уже смотрите на это прошлое, чем вы загорались, вы думаете, зачем мне это надо было? Здесь на самом деле кто-то ходит вот как под какой-то мантией, под колпаком чьим-то, да, может быть, на ком-то было какое-то воздействие. Здесь вот какая-то пелена, на самом деле, или в один момент что-то заблокировалось. Или денежный канал, или счастье, момент отношений. Но вот тут вот как будто бы что-то прервали в вашей жизни. На самом деле здесь нету какого-то, я бы еще сказала, сейчас еще ретроград, заземления. Заземление, когда стоит или полежать в соленой ванне. Ванна, соль морская желательно. Просто полежать, расслабиться. У кого-то здесь просто элементарно какая-то ходьба. Здесь, слушайте, по здоровью очень сильно подбивает, очень влияет на ваше здоровье. Тут какие-то некачественные действия, которые, да, это связано с нервами, со стрессами, очень сильно отражаются на здоровье. Что-то здесь по здоровью не ахти. Есть какая-то разбитость, слабость, что, да, утром, когда вы встаете, чувствуется, что каждая ваша клеточка как будто бы вчера целый день, не знаю, бегала, носилась и настолько устала. Вот так вот. У кого-то здесь могут смотреть семейные люди, но здесь вот какое-то, может быть, недопонимание. Хотя, в принципе, да, в целом вы парные. Он меч, она меч. Не будем привязываться к знакам, да, но здесь могут быть стихии воздуха, воздух. А у кого-то просто идет момент, что да, вы с чем-то похожи, но в принципе есть какие-то разности, которые друг друга не удовлетворяют. Вы можете даже в чем-то оправдываться или уже устали от чего-то оправдываться перед кем-то. У вас своя какая-то правда, у человека своя правда. А смотрите, здесь третьи лица еще в вашей жизни присутствуют. Кто-то, кто вмешивается в вашу семью. Почему-то идет какой-то молодой человек, мужчина или молодая женщина, это тоже может быть, не обязательно мужчина. Со стороны именно. Интернет, общение, знаете, какой-то жадность, собственничество. И это мое, скорее всего, да. Может быть так, что вы кого-то ревнуете или подозреваете, может быть, в чем-то. Также не уверены в человеке в целом. Да, и я думаю, здесь играет роль интуиция. Вы что-то чувствуете, что что-то происходит не так. Здесь есть момент того, что вы пытаетесь забыться, уйти от этого, закрыть, может быть, глаза или просто жить для себя. В какой-то степени, да, есть, может быть, что-то общее между вами, накопили, например, сделали что-то вместе, и жалко это все рушить. У кого-то здесь дети могут присутствовать. Также здесь присутствует какая-то закрытость, недоговоренность обоих, и ваша, и со стороны вашего сожителя, так назовем. Потому что здесь показывает, что это какой-то временный вариант в вашей жизни, или же, да, время кончается, то есть, возможно, будет завершение каких-то отношений. К чему-то может идти так. У кого-то здесь проигрывается, что вы стоите именно на пике
каких-то решений, но вам тяжело принять, потому что что-то боитесь потерять. Или что-то за что-то держится. Да, или момент того, что вас будут пугать, страшить как-то. И вот что-то есть такое, не отпускает определенно здесь какой-то страх. Но вам так хочется что-то разрубить, оставить в прошлом. У кого-то есть момент какой-то панацеи, да, чем-то лечиться, но вы сомневаетесь, стоит ли этим лечиться или нет. У кого-то здесь момент даже есть каких-то практик над собой, не тех практик, вы что-то практикуете, используете для здоровья, да, может быть, пытаетесь, стараетесь или ищете информацию. Также здесь момент, вы, кстати, можете смотреть, да, такие передачи или, может быть, видео, где кто-то что-то показывает, как что вылечить, вы откладываете куда-то себе в стороночку. У кого-то здесь идет момент, что глаза на что-то скоро откроются, на что-то такое большое, яркое или, знаете, более ясное. Куда двигаться, например, идти, или стоит, не стоит что-то делать. Переезжать, уходить, переходить, может быть, на новую работу. Здесь какая-то ясность. Будет ясность. Если вам сейчас не ясно, будет ясно. Здесь также показывают в вашей жизни, будет период, который вы будете, может быть, долгое время переживать, но вам станет легче, намного легче, нежели было, может быть, с кем-то, может быть, развод, расход, разъезд. Да, в какое-то время будет сложно внутри, сложно в одиночестве. Но потом именно показывают момент такого какого-то освобождения, легкости, получения чего-то, может быть, даже, да, или замена это чем-то другим. Но здесь положительное идет момент, когда вы радуетесь. Так, если с вами проигрывает портрет, давайте смотреть дальше. У кого-то реально может техника ломаться. Вы уже психуете, злитесь, и, честно, вам уже даже и говорят что-то, вы даже уже и слушать не хотите. Просто вся голова забита какими-то, на самом деле, или проблемами, или кто-то вставляет палки в колеса, и из-за этого нет точной какой-то проекции, дороги, пути. Не видно. Это как по Луне, да. Так, давайте посмотрим, кто и что говорит о вас, кто вас не забывает. Думайте о себе. Я бы сказала слово «не забывает». Вас сложно забыть, но и понять вас сложно. Какой-то человек, который почему-то вас не понимает. Здесь семья идет. Здесь может быть даже муж, ваш муж. Он боится вас. Он боится какой-то и потери здесь. Он боится какого-то, может быть, вашего решения. Вы знаете, вы бывает резко что о чем-то заявляете, у него вот каждый раз, еще перед тем, что вы не сказали, у него уже замирает сердце. Просто реально человек чего-то боится. Вот когда вы только заявите, так, мне нужно с тобой поговорить, у человека вот кишка тонка, да, ему так плохо, целый день аж колбасит. Любопытный очень, очень любопытный, незрелый мужчина. Он говорит с каким-то мужчиной, причем, знаете, он считает этого человека мудрым, который может дать совет. Причем здесь может быть и посещение храма, разговор с батюшкой. Или, знаете, с таким человеком просвещенным, с человеком каким-то глубоким. Вот с этим человеком он делится о вас. В принципе, здесь могут быть и дети совместные у кого-то. У кого-то здесь общенажитое что-то, но в целом, да, отношения ваши, вот они обсуждаются именно между ним и каким-то еще зрелым, более зрелым мужчиной, мудрым мужчиной.
Здесь как будто бы дает совет на улучшение отношений, на скрепление союза. Да, человек настроен положительно в вашу сторону, вообще в сторону вашей пары. А у него есть какие-то жалобы, претензии и недопонимания. Знаете, вот вы выходите королевой, он пажом. И здесь такое чувство, что вы кого-то вот как за ручку тянете. Сколько бы ему не было лет, вы даже можете быть младше, он старше. Но вот знаете, незрелый человек, человек не созрел. Человек и будет таким, человек не развивается, человек стоит на одном месте. Или же развивается, но в чем-то другом, совершенно, но не духовном. Здесь нет духовных каких-то, я бы сказала, принципов или же углубления во что-то такое. Есть только какие-то красивые слова, человек умеет говорить. И в то же время здесь 50 на 50 разница. Есть наоборот мужчины, которые молчат, не договаривают, жалеют, жадничают на чувства. Они имеют внутри чувства, но внешне они никогда этого не выражают. Им или стыдно, или испытывают вот какой-то, знаете, как будто бы их ремнем сдерживают за горло. Вот как-то так. Боится что-то, что проскользнет, вы будете, может быть, смеяться, может быть, над ним и правда смеялись или над его мнением в детстве. И это постоянно, да, это человек, который спрашивает всегда совета. Будь то у мамы, будь еще у кого-то. И когда я говорила о том, что здесь кто-то вмешивается, здесь, смотрите, человек с кем-то постоянно может делиться какой-то информацией, но, знаете, эта информация о вас, но она косвенная. Например, да, человек спрашивает у совета у своего директора, как бы ты поступил, если бы твоя жена или твоя девушка, или бы, в принципе, у тебя были бы плохие отношения, например, да, о чем-то таком. Вот как-то так косвенно спрашивает. Но здесь речь идет о вас. Да? Человек думает о вас, человек спрашивает о вас. Здесь еще момент идет, я говорю, детей. Здесь может быть или шантаж детьми, что тебе не дам, или же я заберу детей, или, да, в целом человек не знает, что делать. Детей же не распилишь пополам, правильно? Не разделишь так. Поэтому может быть даже вот эта дележка. У кого-то здесь может проиграться, что у вас есть что-то общее, нажитое, в принципе. Какое-то детище, может быть даже ваш бизнес. Или помимо детей, или вот именно, да, карьера тоже может быть, или дом. Этот человек говорит о вас, что, кстати, здесь не в очень хорошем ключе отзывается. Он жалуется на вас, но, знаете, вы виноваты, а он чистый. Притом здесь ложь, идет ярая ложь, потому что человек не хочет падать в грязь лицом. Человек здесь проигрывает, знаете, такого интеллигентного, мудрого, хотя навряд ли здесь скажешь мудрый, быстрого какого-то, активность здесь какая-то присутствует. Также этот человек готов не ходить по головам, а срать по головам, вот так вот. Это такой лживый, и, знаете, с внешнего вида, когда посмотреть на этого мужчину, никогда не скажешь о нем что-то плохо. Он умеет красиво себя преподнести. Но есть в нем, знаете, вот какое-то говнецо. Все же я говорю, что вы долго чего-то не выдержите. Вам приходится прилагать усилия для этих отношений и притом забывать о себе. Притом вы очень красивая, мудрая такая, ну, человек такой эстет, человек трансформатор, человек. Вы, кстати, изменили жизнь этого мужчины. Очень сильно поменяли. Здесь влияние вашего слова, каких-то слов именно, даже не действия, а ваших слов, очень сильно повлиял на человека, на его трансформацию. Хотя все равно человек не зрел, то есть не дорос до вас. Вы очень высоко. Поэтому, когда люди вот не сходятся именно такими рамками, они часто, на самом деле, или расходятся, или мучаются.
Вот здесь что-то из ряда вон выходящего. Но вот вы, скорее всего, чего-то не выдержите, психанете да уйдете. Хотя у вас, в принципе, по королеве мечей терпение очень такое, я бы сказала, жесткое терпение. Да и вы в жизни натерпелись такого, что вам только позавидовать, да, вот что такому терпению. Здесь такая сила воли, взять себя в кулак, такая в какой-то степени бываете жесткая. Хотя с виду вы романтичная, меланхоличная, такая спокойная, но вы умеете сказать нет или отрезать, или послать вот так вот как-то. Хватит, да, вот так. Говорит, что вам очень в чем-то повезло, что вы находитесь на порядок выше него, или у вас много чего есть, а у него нет. И он может говорить, что вы ходите по головам у людей ради своих каких-то выгод. Вот об этом он говорит. Притом он сам таким является. Здесь вы с чем-то не согласны, реально не согласны. Вы считаете на самом деле, что мужчина незрелый. Но он, вопротив вам, именно говорит обратное. Но на вас. Притом он искренне пытается в это верить, хотя выходит ложь, что вы такая-сякая, понимаете? Я думаю, долго вы терпеть этого не будете, на самом деле. В принципе, вы чего хотите, то получаете в жизни. Дама вы такая, в ресурсе, в перспективе какой-то. Чувствует, что если не он, так кто-то лучше. Понимаете, вот так вот. Его это колбасит. Вы на порядок выше человека и лучше. Может быть, вы красивая, а вот он так себе, знаете, или никак. И вот он считает, что он, этот никак, останется один у разбитого корыта, а вы еще наладите свою любовную жизнь, отношения, деньги. Потому что вы такая, за все берете, за все, вот даже за несколько работ. Или вы просто хотите обеспечить себе хорошее будущее, например. Или хорошо жить, вкусно поесть, красиво одеваться, жить в комфорте. Здесь момент еще такой, знаете, с вами есть уют в доме. Вы наводите порядок, уют. У вас всегда чисто, у вас всегда светло, красиво, уютно. Вот как-то так. Что еще говорит? Он может об этом и говорить, что вы такая аккуратная, домашняя. Но в то же время, что касается по характеристике вас, он вас наоборот осуждает. Потому что, идет не по его плану, как он хотел бы. Поэтому человек вот как-то противится вам, да. Да, он развития не получает и не получит. Тут нету развития у человека. Он вот погряз в чем-то одном. Определенно у него есть какая-то своя идеология. И вот он со своей идеологией вообще не соскальзывает. Да? Он держится за это. Он считает это правдой. Хотя уже пора бы сменить, как говорится, имидж этой идеологии. Пора бы как-то подумать иначе. Но человек думает вот как баран на новые ворота. Да, человек может являться овном, не только овном, стрелец, лев. А здесь идет именно с этим человеком, я думаю, вы понимаете, о ком идет речь, развод, расход, или уже давно разошлись с этим человеком. Но он о вас еще говорит, даже если вы разошлись, именно осуждая вас, а себя поглаживая по головке. Давайте посмотрим, кто и что еще говорит о вас. С кем все разрушено. Уже далеко не вместе. Компания друзей какая-то собирается, выпивает, возможно. Выпивка здесь есть, стол какой-то накрывает. Причем очень часто это происходит. Здесь компания людей,
не воля, или не на свободе они, эти люди, или на самом деле вот у них какой-то замкнутый цикличный вот этот круг, никаких изменений. Завтра, вот как говорится, рюмки, бутылки и готово, да, а потом в постель, а потом на работу, и вот так, да, какой-то круг. Причем эти люди не строят свою жизнь, не имеют какого-то будущего, да, здесь вот как все застряло на старом месте, ничего не развивается. Мелочные, жадные, обсуждать любят. Это, кстати, могут быть и мужчины. Или, может быть, какой-то процент, да, у кого-то проиграется женщины, но здесь мужчины показывают. И здесь мужчина, который рассказывает этим мужчинам, о вас говорит, что вы очень такая страстная и горячая женщина, но при том вы очень бойкая, и, вы знаете, когда-то что-то между вами случилось, возможно, произошло яркое такое, какая-то именно вспышка идет по башне, и он об этом случае рассказывает, или о вашей какой-то, может, даже вспыльчивости, да, что вы вспылили, психанули, как вы себя повели в этой ситуации, вот о чем-то таком. Притом, знаете, тут есть такое чувство у человека, меня к ней очень сильно физически тянет, я ее хочу, вы являетесь очень умной, но в то же время вы спалили все мосты, возможно, потеряли связь, вымазали человека вообще из телефона, из мапы и так далее. Просто для вас этот человек не существует. Вы трансформировались и пошли дальше благодаря этим отношениям или связям, или общениям, или чему. Да, может быть, даже и маленькое время знакомства было, но вы пошли дальше. Да? Человек этого не достоин. Человек, кстати, может быть и употреблять что-то другое, совершенно иное. Не только что в рюмочку наливается, да, что, может быть, и другое делается. Так, посмотрим дальше. Ну, говорит о том, что вы очень такая резкая, непредсказуемая, конфликтная можете быть, вспыльчивая. Притом человек вас видит в каких-то отношениях, в семье, может быть. Здесь человек, кстати, и сам может вас, кому-то из семьи о вас говорить, обсуждать, перетирать вам косточки. Здесь кто-то есть, кто на его стороне тоже поддерживает или разговоры ведет. Ну, говорят, что вы очень сильно зазнались. Он говорит, что вы очень зазнались или стали знатной, или знаменитой какой-то дамой. К вам уже на козе не подъедешь. Что у вас есть какой-то выбор, или что всегда за вами будет фронта мужчин. То есть вы одна не останетесь. У вас есть какая-то зажигалочка, как говорится, огонь. Еще горит огонь, поэтому... Также еще здесь момент того, что, да, он понимает, что такую, как вы, в любом случае кто-то заберет, да, не оставит. Или же вы будете всегда в паре с кем-то. Здесь двойка кубков выходит, то есть в постоянстве даже по звезде. Здесь еще показывает, что вы очень не только горячая, такая страстная, но и очень красивая, обольстительница. Он видит вашу какую-то или популярность, да, или вот он знает о том, что вы в чем-то популярны, известны, или же ваша деятельность какая-то яркая. Также вас знают как женщину яркую в целом. Одеваетесь, может быть, как-то, да, ярко или хорошо, в хороший вкус. Он говорит, что вам очень сильно в жизни повезло, в принципе. Он этого не ожидал. Человек видел в вас перспективы, но не ожидал, что резко произойдет какой-то такой поворот событий, да, когда вы сядете в кресло поудобнее. То есть он этого не ожидал. Он думал, это будет долго, с тяжестью и так далее, но вы заняли вот какое-то место или на самом деле живете намного лучше, нежели он.
Он, кстати, об этом и говорит вслух, то, о чем я проецирую. Далее смотрим, кто и что говорит еще о вас. Кто вас не может отпустить из головы, у кого вы не выходите из головы. Семейная пара. Угу. Здесь как-то все шатковалка, я бы сказала. Было хорошо, стало плохо. Такое чувство, что вы... Тут такой разговор идет о том, что вы как-то магически воздействуете на них или на их семью в целом, на их капитал какой-то денежный. Или вы забрали какую-то их денежную удачу. Шло-шло у них, да, вот как появились вы в их жизни, вот как будто бы все остановилось. Прекратились зарабатываться деньги, да, или дошло до какой-то пустоты в кармане. Что это вы сделали, вы работали, да, или вы, вот кто-то думает, что магически как-то обобрали. Ревности много еще. Считают, это женщина, незрелая дама. Дама незрелая, это может быть даже молодая пара. Знаете, здесь, вот смотрите, дама, да, какая, которая, вроде она в паре с кем-то, она ревнует своего избранника по отношению к вам, но ее поведение здесь такое, она не цепляется за этого мужчину. Будь как будет, я за мужчинами не бегаю. Разойдемся и разойдемся. У нее... Знаете, у мужчины есть страх, а у нее нету страха. Страх потеряла. Здесь, наверное, этой женщине пришлось обойти много разных таких путаниц в ее жизни, именно касаемо отношений. Да? Она на вас, в принципе, думает, подозревает, но я не вижу какого-то зла. Да? Здесь какой-то такой идет. Вот она мудрая, он глупый. И здесь идет такое ее мудрое понимание, что, да, что у них это происходит, потому что уже время прошло, или, вот как говорится, закончился сеанс, да, то есть какое-то время они прожили, и судьба сказала «хватит». И она вот с этими пониманиями, что судьба их разводит, и значит не просто так. И человек надеется на самом деле пойти вперед дальше самостоятельно. Эта женщина, она устала подозревать, выискивать, вызванивать, выслеживать. Вот что-то такое есть. Здесь есть определенно какая-то слежка, но в то же время она понимает, зачем я это делаю, зачем я настолько унижаюсь. Если я подозреваю настолько много, значит, мне мужчина дает повод, да, подозревать. Неспокойствие здесь какое-то в отношениях есть. А вам, в принципе, этот человеку совершенно по боку до этого человека. У вас нет к нему интереса, у вас какая-то деятельность, чем-то вы заняты. Здесь, кстати, может быть даже из коллектива мужчина. Но вы чем-то своим заняты, там себе сидите, а он смотрит ваш адрес. Или, может быть, вместе работаете. Но здесь такое есть, что... Подозрение мужчины, этого женщина подозревает, потому что что-то уже подобное было, где была реальная измена. Или конфликт какой-то. Но это женщина такая, которая, я бы сказала, даже не будет выводить на конфликт, она тонко как-то подколет, подстебнет, да, человека, а дальше продолжать она не будет. Какой-то скандал, да, и прочее, пилу. Она не будет включать истеричку, она не будет тем самым показывать, что ты мне так дорог. Вот здесь какая-то присутствует такая женская гордость, и она, знаете, смотрит наперед одиночество, что она останется одна, лучше. Да, для нее это будет спасением каким-то. Вот так вот. Но здесь могут идти о вас разговоры именно вот, да, что
вы влияете на их семью, или вы повлияли, или влияете на их семью как-то негативно, или, может быть, как-то манипулируете, воздействуете ее мужчиной. Вот так вот. Так, что еще у нас? Кто и что говорит о вас, не забывает. Тайну держит. Я бы сказала, больше здесь не проигрывается, что человек о вас говорит. Он думает о вас, следит. Но здесь может проигрываться так, что была между вами какая-то конфликтная ситуация, это мужчина. И вот знаете, человек вас как-то проверяет, куда-то заходит, и не даете вы ему покоя. Как вы там поживаете? Здесь какой-то есть интерес, любопытство у вашей жизни сейчас. В его жизни тоже происходят какие-то трансформации, которые меняют его жизнь, причем он сделал это сам. Здесь человек с кем-то живет, он не один, есть женщина, но здесь в Тане, да, он боится даже и много думать о вас, потому что, вот знаете, как нечаянно еще имя вслух назову, да, и разрушится моя личная жизнь. Он об этом переживает. Притом, знаете, какой человек? Это какой-то гений, это создатель чего-то. Это может быть талантливый человек, в чем-то у него есть талант. Какая-то женщина ему очень хорошо промыла мозги, так бы, я бы сказала, вправила мозги, да, с которой он сейчас. И она в его жизни появилась именно вот странным способом, но скорее или он как-то воздействовал, дабы она пришла в его жизнь, может быть, визуализировал, часто думал, да, здесь вот что-то такое потустороннее идет. То есть эта женщина в его жизнь пришла не зря. Притом здесь, знаете, вот как карты сошлись, да, именно та женщина, которая пришла ему вот вставить мозг. Человек в какой-то степени может являться манипулятором, потом человек, который умеет поныть, но он не ноет, а он чего-то, значит, хочет тем самым добиться, да, это момент каких-то манипуляций. Мне сложно, постоянно вот это вот нытье какое-то, мне тяжело или мне больно. Причем там чуть-чуть больно, он будет ныть, как будто бы ему там вообще голову отрывали, да, вот что-то в таком духе. То есть превращать из мухи слона. Он, кстати, нравитесь, вы две нравитесь ему. И та дама, та особа, с которой он, и нравитесь вы. Знаете, в какой-то степени человек даже мысленно изменяет своей женщине с вами. Он, когда думает, он боится думать, потому что на самом деле боится, что вдруг нечаянно проговорит ваше имя вслух, может быть, во сне и так далее. Здесь есть что-то промелькнуло между вами такое, что, может, и конфликт, говорю, был, да, но что-то такое промелькнуло даже в этом конфликте, что как раз-таки зацепило или цепляет это в женщинах, да, когда она капризная, может быть, еще какая-то. Не всех, конечно, но в большинстве случаев скорее да, вот нравятся, да, некоторым такие капризульки. Так, а здесь какой-то обман, или здесь поход на ту и на ту сторону. Так что, девушки, а если у вас появился новый ухажер, то знаете, что там еще кто-то есть. Какая-то барышня. Он мечется, и он, знаете, тут хитрит. Он хочет попасть в яблочко. У меня сразу сюда пришло такое: за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Скорее всего, человек вообще останется один. И даже эту даму потеряет.
потеряет. Он вас обеих любит. Вы посмотрите, какой. Ловелас. Ловелас. Угу. У человека какие-то фантазии. У человека, кстати, очень много мыслей сейчас о каких-то заработках, о том, как, связанные с искусством, опять-таки. Также здесь человек думает о том, как содержать семью, что туда нужно вкладываться. Об этом сейчас голова тоже болит. Но в то же время мысли мучают о том, что мне и та женщина нравится. Но с вами была какая-то ситуация, которая до сих пор цепляет его, не останавливает. А с той женщиной, да, такая равномерная, спокойная, но стабильная в какой-то степени жизнь, да, он понимает, что на нее можно облокотиться, на минуточку, на женщину. Так что теперь вы понимаете, что это за мужчина, скорее всего, да. Вот. А если же, давайте даже и не будем продолжать, это уже понятно, что за тип, если он опирается на кого-то. Просто есть о вас какие-то думки, мысли, вы очень нравитесь человеку. У него очень много комплексов, что он какой-то до чего-то не дотягивает, у кого-то лучше что-то, вот такой вот. И он пытается этого достичь. Здесь, кстати, человек пытается работать, зарабатывать, чтобы вот как раз-таки чего-то в себе достичь. Он понимает, что деньги решают все, и это тоже. Так, давайте смотреть дальше. В принципе, ничего здесь такого серьезного нету, чтобы стоило дальше это продолжать. Так вот. Кто еще о вас говорит? Сейчас еще дотянем. Какой-то человек, у которого что-то не получается. Привлекаете вы какая-то такая страстная, горячая, красивая, такая дама сексапильная, очень вкусная конфет, как говорит. Он такую даму хочет, но он до вас не дотягивает. Здесь какие-то глупые планы и глупые намерения в ваш адрес. Как-то к вам подойти, но это будет глупо. Что-то он выдумал такое к вам как-то заявиться, но со стороны это, в принципе, глупо. Или будет выглядеть глупо, или он думает, что это будет глупо. Он боится, что вы его пошлете куда подальше. Да, он говорит, я бы хотел такую жену. Он, кстати, какой-то, знаете, такие черты у него какие-то женственные. Он как женщина. Что такое есть мягкое в его чертах. Это может даже и странное имя какое-то быть, но похожее на женское. Или вот что-то такое, повадки могут быть какие-то, что-то в нем такое женское есть. Он говорит о вас в кругу своей семьи. Что он до вас не дотягивает, это да. Второе, держит дорогу, как бы, или говорит об этой дороге, но ему говорят, что ничего не получится. А если ты придешь, там кто-то будет, и ты останешься ни с чем, да, или тебя побьют, или тебя пошлют. Вот как-то так, выгонят. Позор какой-то идет. Кто-то, знаете, боится, чтобы он не пошел в вашу сторону, потому что стыдно. Может быть, мама, да, или кто-то родственница.
Кстати, здесь мама может говорить или кто-то, что вы намного старше. Вы намного старше. Или более такая разумная женщина. Ну, что-то у вас такое есть. Да, что вы не пара. Кто-то кого-то отговаривает от вас. Причем такая женщина мудрая, с опытом, возможно, прожила какие-то сложные отношения, или кто-то погиб у нее. Вот она своему сыночку говорит о том, что это тебе не пара. Не потому что со зла, просто она видит какую-то разницу между вами. Вы старше, например, он младше. Да, или же он под стать вам не годится. Что-то такое. Да. Вы, может быть, по статусу, видно, что вы статуснее, а у него горят глазки. Молодой, незрелый. Шут — это, может быть, опять-таки, обнуление или глупый. Я вам скажу, с вами здесь говорят высшие силы. Вот люди, которые, мужчины, знакомства в вашу жизнь приходят, это с вами говорят высшие силы. Вот кто вас не забывает, уж точно. Вы как на пульсе у высших сил. Здесь, знаете, высшие силы вот вас куда-то выталкивают на вашей деятельности, победы, в том числе, да, не зацикливайся на каких-то страхах, не зацикливайся на какой-то влюбленности. Да, здесь речь идет о... Вот смотрите вы телевизор, да, как же поживают звезды. Не надо смотреть, как поживают звезды. Ты делай так, чтобы стать этой звездой, например. Или не смотри, что у Катюши, да, там карьера бизнес, ты сама сделай эту карьеру бизнес. Вы можете свое время тратить, вернее, на то, что вот вы только смотрите, тут возьмите это в оружие или, как сказать, возьмите это как инструмент действия в сторону себя. Понимаете, вот вы видите, Катя продает шапочки вязаные, да, у нее хорошо идут дела. А вы умеете вязать? Вяжите тоже. Возьмите какие-то инструменты, да, вот именно идеи, может быть, от этой Кати. И тоже шейте шапочки. То есть здесь вас, может быть, подводили каким-то людям определенным. Но эти люди не для того, чтобы вы на них нон-стоп смотрели, а для того, чтобы вы использовали это для себя, для каких-то ваших побед. И тут еще и заработки, может быть, идеи какие-то. Здесь, кстати, будет какое-то просветление через какую-то ситуацию, причем ситуация будет вот как на накале таком уже, когда уже у высших сил, как говорится, нервы не выдерживают. Здесь будет уже так, вам говорили одно и то же 100 раз, вы не слушали, да, вы имели эти мысли в голове, но вы эти мысли отбрасывали в сторону. И вот пришло время, и наконец-то вы начали шевелиться резко. Вот знаете, как подпалили вас зажигалкой, и вы вот раз, ай, да, и побежали. Вот какая-то такая может случиться ситуация, когда вы вскочите и побежите делать что-то. Сейчас вы пока сидите, но при том вы знаете, о чем идет речь. Вы ясно знаете, вам об этом несколько раз даже в голову заходила информация. А здесь реально рука на пульсе. И не зря сюда пришли высшие силы. Наверное, это уже от вас, уже по-хорошему, как говорится, упрашивают вас. Давай делай. Вот что-то в таком духе. Или ты смотришь на людей, которые ведут здоровый образ жизни, ты тоже бы так хотела, но сама опять-таки встаешь с утра, кофе, сигаретка и поехали. Нет. Давай берись за дело, да, за здоровье, например. Кстати, по поводу здоровья,
Не зря я сюда его вспомнила. Это начало расклада. Внимание, внимание. Вот просто красный, как этот восклицательный знак вам. Приглядитесь к своему здоровью. Лучше предупрежден, значит защищен. Вот так вот. Может быть, обследуйтесь или примите меры какие-то профилактики. Как-то берите себя в руки, вытаскивайте. Знаете, если вы не будете действовать сейчас уже, или кто-то забирает то, что вы думаете делать, или это больше не будет шансом. Мы тебя предупреждали, мы тебе говорили. Но знаете, ко мне тоже сейчас кое-что пришло в голову после этого. Я тоже иногда слушаю свои расклады. Иногда бывает информация мне резко заходит тоже в голову. Ко мне сейчас тоже пришло как слушателю, да. Я вот сейчас слушаю вместе с вами. Момент какой-то истины наступит. Тут идет какая-то или правда вскроется, или глаза на самом деле что-то вам откроют так, что вы или... Ну, здесь сразу говорю, у кого как. Или на обман какой-то ужаснетесь, да, или будете в шоке, может быть, хотя вы в принципе, да, того и ожидали чего-то, что могло быть так, но вам хотелось ясности, вам хотелось четкости, доказательств, каких-то фактов, или чтобы вас кто-то вот так вот взял, прям и ткнул в это, вот смотри, смотри, вот правда, да, а вы только об этом, может быть, подозревали. У кого-то здесь момент такого, резко на что-то открываются глаза и появляется какая-то возможность. Возможность знания, опять-таки, или возможность, откроются глаза на какие-то возможности и знания. То есть какие-то новые знания вы получите. Причем все начнет складываться. Вот сейчас ретроград, сейчас все будет вот на самом деле, как говорится, в дурдоме. А потом ситуация именно вот как уравновесится, да, станет спокойно, будет все более яснее, четче, яснее, понятнее, видеть будете. Тут может быть даже, вот знаете, как какие-то потрясения чему-то вас научат. Вот именно из-за этого ретрограда, да, и каждая сделанная какая-то ошибка вами или же какой-то конфликт с кем-то, вы знаете, вы не просто так вот поругались и ушли, вы еще будете идти по дороге или лежать и думать, почему это произошло, да, с какого кстати и так далее. То есть все будете тщательно обдумывать. Я бы сказала, даже для себя принимать какие-то решения, выводы делать. Но здесь однозначно для вас, вот для кого как этот ретроград, кого-то на самом деле тянет на дно уже. Кто-то вот, да, залегает, у кого-то просто и вытащить себя психологически из этого не может. Вот здесь показывает, что наоборот, здесь ситуация ваша улучшится. В принципе, в большинстве случаев после вот этого, как говорится, ретроград, я называю это грозой, да, после грозы всегда выглядывает солнышко. И это так оно и в принципе после ретрограда случается, да, как говорится, волны отходят назад, и на самом деле все успокаивается, становится на свои места, растет, строится и так далее. Здесь даже не о вас, да, высшие силы, ну и о вас говорят, и вам конкретно, вот просто доносится информация. Здесь, кстати, возвращение, как говорится, блудного сына или вашего мужчины, может быть, в вашу жизнь. А принимать его или нет, делайте выводы. На самом деле, сделайте выводы, взвесьте все за и против. Вообще, надо оно вам или нет, да, ради того, чтобы вам было лучше. То есть не ради того, чтобы быть хорошей в чьих-то глазах, а ради того, чтобы вам было лучше. И как бы это больно не было отпускать, отпустите, если оно вам не надо. Так, смотрим дальше. У кого-то будет больно, тяжело, у кого-то могут быть зависимые какие-то отношения, неважно на чем. Здесь может быть и тело, здесь может быть и деньги, здесь может быть и чувства, здесь может быть недвижимость, что угодно, дети и так далее. Но на самом деле в
конце-то концов, опять-таки, да, каждому решать. У кого-то здесь могут вспыхнуть чувства, а у кого-то они могут резко просто закончиться. Кто-то отведет от себя, хочется сказать. Я, да, вот понимаю, что это какие-то лживые отношения, я понимаю, что здесь какая-то ложь. И я уже с точностью, да, разрываю круг. А у кого-то это может именно позже произойти, да, кто-то позже может разрывать, а кто-то наоборот вот именно возобновит какие-то отношения, чувства, но здесь доверия полностью не будет. Вы полностью просто не доверяю, но я делаю какое-то свое дело, упор идет на работу, деньги, финансы, независимость, вот какая-то такая тема. Я остаюсь в отношениях, потому что там что-то, например, дети есть, да, но вот я полностью трансформируюсь в, да, не любовь, а в работу, в дела, во что-то определенно свое и отдельное. Вот как-то так. Но я говорю, у каждого оно по-своему, и выбор только за вами. А у кого-то здесь момент, да, когда вы расходитесь, сразу же появляются возможности на рабочие места, работу, проекты и так далее. Вылазить начинают разные какие-то люди, сценарии в жизни, ситуации, которые именно ведут вас к независимости, к благополучию и, я бы даже сказала, к финансовому успеху, изобилию. Но при условии здесь какого-то выбора, вот это вот работаю, добиваюсь, да, самореализация, но в одиночестве. Вот так вот может быть. Опять-таки выбор за вами. Хотя здесь могут быть какие-то отношения, но вы можете, знаете, больше сконцентрированы быть на своей чаше изобилия, на своих деньгах каких-то. Вот так. Причем не каких-то, а больших деньгах. Здесь большие перспективы денежные. Новая жизнь, кстати, у кого-то здесь, да, и мы счастливы, но здесь не мы, а и я счастлива выходит. С мешком денег, как говорится, да, или с каким-то своим благополучием. Мне спокойно, мне хорошо. Есть, да, здесь у кого-то момент освобождения по дураку, свободы. Знаете, но здесь не пустые карманы. Здесь, знаете, такая, я бы сказала, и духовная свобода идет. Кстати, у кого-то какая-то ситуация, которая тревожила, успокоиться. Здесь может даже быть, знаете, вот кто-то начнет момент медитации, что-то такое успокоительное, БАДы и так далее, чем-то таким увлекаться. На самом деле это может тоже вам как-то очень сильно помочь выползти именно из состояния стресса. Но я вам скажу, сейчас еще может быть так, что накладывается ретроград, поэтому, да, это может быть все вместе. Ну, хотя, в принципе, да, в целом ретроград, он такой неприятный. Лучше пусть гроза и дождь, нежели этот ретроград, вот на самом деле. Но как он закончится, да, сразу же, как говорится, расцветают цветочки в поле, бабочки, солнышко светит и так далее. Ну, это так, в душе именно. То есть настроение поднимается. А знаете, чем вы счастливее, тем вы кому-то вот именно не нравитесь. Есть такие люди у вас в окружении, которые именно смотрят на ваш какой-то подъем, особенно финансовый подъем, он будет людям этим виден. И такое сразу недовольство, фырканье какое-то на вас. Обиды такие, зависть. Ну, тут все вместе до кучи. Неприятные какие-то люди. Я бы сказала, люди, которые, в принципе, и не стремятся ни к чему. Они хотят, но не стремятся. Вот так вот. Не поднимают попу с дивана. Вот вы же, знаете, нарабатываете какие-то... Тут еще момент каких-то дорог сразу у вас начнется после получения каких-то больших финансов. Вы отправляетесь туда, там несколько путей. Это может быть даже и путешествия какие-то. Но слушайте, здесь мужчина выходит около вас. Здесь может быть даже знакомство в путешествии или реально с мужчиной отправитесь в путешествие. Вы здесь не в одиночку.
А с этим мужчиной, кстати, показывают, что женщина расцвела. Платьюшки носить, например, стала. Понимаете, да, вот это вот чувство, когда женщину любят, она цветет и пахнет. Когда женщина свободна, тоже она цветет и пахнет, помните. Вот такой вот был у нас сегодня расклад. И спасибо всем, кто был сегодня с нами на раскладе. И до встречи в следующих видео на канале Ведаскара.